сильный шақтар қалады мына мәделерді тіштейбіз. В Кадамджайском районе Баткена хорошо развито садоводство. В регионе много опытных садоводов. Один из них, Чапарали Иргешев, применяет различные методы обрезки плодовых деревьев. По его мнению, правильно обрезанный и ухоженный сад быстро окупит труд и даст богатый урожай. Чашкеобразный деп қоябыз. Чашкеобразный формада буталады. Мисал үшін мыналарды алып тіштейбіз. Это чашкообразная обрезка. Вот эти толстые ветки убираются, а это новые почки появились. Они потом дадут плоды. При обрезке плодовых деревьев необходимо обращать внимание на каждый сезон. Обрезку следует проводить с конца осени до начала весны. Обрезки таких деревьев, как яблони, урюки и абрикосы, осенью и зимой даст хорошие плоды. По словам садовода, если делать обрезку в весенние месяцы, наоборот, деревья начнут болеть. Обрезку надо завершить до того, как раскроются почки. Затем мы обрызгиваем деревья медным купорозом. В конце мая проведем зеленую обрезку. Это удаление веток, которые растут прямо вверх. В Кадамджайском районе такие садоводы, как наш герой Чапарали Иргешев, объединились и провели выездной семинар, направленный на развитие агропромышленного комплекса, куда приехали фермеры и специалисты сельского хозяйства из других районов страны, чтобы обменяться опытом. У нас 2,5 гектара яблонь, привезенных из Европы и Турции. В прошлом году еще на 2 гектарах мы посадили карликовые яблони, которые также привезены из Турции. Вот такие семинары нам нужны, чтобы обмениваться опытом и правильно ухаживать за садами. Следует отметить, что Кадамджайский район является благоприятным районом для садоводства. Основная часть подготовки к весенне-полевым работам также начинается с обрезки деревьев. Треть из 19 тысяч гектаров орошаемых земель района занимают плодовые деревья. Калия Дюйшибаева, Улан Макамбаев, Адыл Уразалиев, ЛТР, Баткенская область.